В научной библиотеке Ингушского государственного университета развернута экспозиция выставки, посвященная Ольге Бергольц и Али Алмазову, и называется она «Где ты, мой друг?». Их дружба, которую они пронесут через всю свою жизнь, могла послужить сюжетом книги, где, правда, много трагических событий. Так как время, когда она зародилась, суровые 30-е, годы репрессий и ссылок. Знакомство Ольги Бергольц, советской поэтессы, корреспондента, ту, которую часто называют символом и голосом блокадного Ленинграда, и сотрудника прокуратуры и куратора строительства Гизельдонской ГЭС Али Алмазова, состоялась в 1930 году. После окончания Ленинградского университета Ольга Бергольц попадает на практику в город Владикавказ в качестве корреспондента газеты «Смена» и освещает строительство электростанций. Ей достаточно трудно работать, потому что ей приходится общаться и брать интервью и рассказывать о местных жителях, которые практически не знают русского языка. Он предлагает ей свою помощь как переводчик и как куратор и начинает работать вместе с ней. Безусловно, на нее оказывает огромное впечатление. Она, приехавшая с Петербурга, с Ленинграда, увидела ГРОРы. Это лето, огромное строительство, энтузиазм строителей, которые строят в тяжелейших условиях эту гидроэлектростанцию. После практики она уезжает домой в Ленинград, но их дружба, основанная на строительстве Гизельдонской ГЭС, протянулась через всю их жизнь. Ольга Федоровна приглашала Али Абдуловича погостить в северной столице, но с работой у него никак не получалось выехать. Работая прокурором и очень свято веря в то, что они строят идеальный строй социализма, а потом коммунизма, он видит все-таки те перегибы, которые происходят. Он видит то, что задерживают людей, которых практически ни в чем не виноваты. Он видит своих односельчан. Это все по рассказам его знакомых, людей, которые жили с ним в одно время. Видит, что задерживают какого-нибудь там жителя Барсуков и обвиняют его в том, что он работает там на японскую разведку, а человек не знает, что такое Япония, не то, что японская разведка. Очень многих людей он предупреждает о том, что будет раскулачивание, о том, что будет задержание. Он сумел освободить колхозников, там был путь к социализму, колхоз, их обвинили в саботаже и практически уже посадили. Он сумел добиться их реабилитации. Али Абдулович помогает многим землякам, отлично понимая, что все это может сказаться и на его собственной судьбе. И в 1934 году он попадает в жернова сталинских репрессий. Его осуждают и сажают на 3 года. Правда, ему удается доказать свою невиновность, отсидев полсрока. Ольга Бергольц именно в эти годы, когда он находится в заключении, приезжает на Кавказ, у нее очередная командировка, она пытается его найти, но его нет. И как раз есть 2 стихотворения, посвященные Ольге Бергольц, Али Алмазову. Они вот именно так и подписаны. И вот это стихотворение «Где ты, друг мой?», прошло 7-летие, через 7 лет она возвращается, и она его не находит, то есть она его не встречает. Она, естественно, уезжает, он выходит из тюрьмы, продолжает жить, продолжает работать, и его предупреждают о том, что должно быть есть ордер на его арест. Избежать ареста помогает выезд Али Алмазова в Ленинград. 2 года он скрывается у Ольги Бергольц. Она, в свою очередь, понимает, что это не может пройти без последствий. Этот очень такой интересный дом, он в Ленинграде сейчас уже до сих пор существует, в Санкт-Петербурге. Он назывался «Слеза социализма». Он был построен как коммуна для людей творческих. То есть это был дом, где была общая кухня, общая ванна, и у каждого была своя комната, и они жили как в общей коммуне. Они были все люди творческие, это были писатели, поэты, кинематографисты, театральные деятели. В 1938 году Ольгу Бергольц сажают по надуманным обвинениям. Она просидит 149 дней, в течение которых ее жестоко избивают. То есть это судьбы, по которым вот история этой эпохи прошлась и по которой можно рассказывать и просто проследить историю всей страны. Начинается война, Али возвращается, естественно, на родину, она остается в блокадном Ленинграде. У Ольги Федоровны была возможность выехать из Ленинграда до начала блокады, но она осталась и каждый день выходила в эфир местного радио, поддерживала оккупированный город. Впоследствии ее слова «никто не забыт, ничто не забыто» станут символом Дня Победы в Великой Отечественной войне, и они появятся на каждом обелиске и памятнике. Ее называли Мадонной Ленинграда и голосом блокадного Ленинграда. То есть она, имея возможность выехать с Ленинграда, все-таки оставалась там. Больной человек с дистрофией, с опухшими ногами. И даже когда блокада Ленинграда была уже
прервана, ее можно было вывести. Она выехала в Москву и, пробыв там совсем немного, назад вернулась в Ленинград. Надо сказать, как складывалась судьба Али Алмазова и Ольги Бергольц еще до их встречи. Ольга Федоровна родилась 16 мая по старому стилю в 1910 году в Ленинграде в семье обрусевшего немца, врача Федора Бергольца. Она рано начала писать стихи, публиковала заметки в газете. Окончила школу, а затем и Ленинградский университет. Али Абдулович Алмазов родился в 1906 году в селении Барсуки в семье крупного землевладельца. В 7 лет Али поступает в школу и оканчивает ее на отлично. Как одного из лучших выпускников его направляют в партийную школу Владикавказа. Через 2 года он переводится в школу милиции Новочеркасской, как один из лучших учеников Новочеркасской школы милиции. Его переводят в Москву в юридический институт. И он этот юридический институт заканчивает. И вот он, молодой выпускник этого юридического института, приезжает, возвращается на родину и работает в прокуратуре Ингушской автономии. И, естественно, по долгу своей службы долгое время проводит как куратор этой Гизельдонской ГЭС, где он знакомится с Ольгой Бергольц, молодой студенткой, приехавшей, рассказывающей о этом строительстве. В 1944-м Али Алмазова семьей депортируют в Казахстан. Его снова сажают на 10 лет. Многочисленные письма о реабилитации не находят ответов. И лишь после смерти Сталина в 1955-м его отпускают. Последняя встреча Али Алмазова с Ольгой Бергольц состоится незадолго до его смерти в 1965-м. На выставке «Где ты, мой друг» представлен большой объем материала. Это книги, письма, фотографии, документы. Также есть экспозиции и материалы, собранные семьей Али Абдуловича. Тут вот его жена обращается в прокуратуру Союза Советских Социалистических Республик с просьбой о том, чтобы реабилитировать Али Абдуллаевича. Она пишет, это неоднократное обращение. Почему именно на это мы обратили внимание? Если вы видите, на обратной стороне она сумела вот этот ответ, где они пишут, что ее просьба оставлена без удовлетворения, виновность Алмазова материалами дела доказана и оснований к отмене приговора нет, то есть ей отказывают. На обратной стороне он своей рукой пишет письмо уже своей семье, пишет, прочитав это, проанализировав, оглядываясь на далекое мое прошлое, на долгий пройденный путь, я вижу, как много значительного дал мне этот путь. И в конце мне очень нравится, где он пишет, и решил, пока я жив, смерти не будет. А смерть придет, черт с ним, тогда и меня не будет. Несмотря на то, что библиотека университетская, познакомиться с выставкой смогут не только студенты, но и все желающие.